Здравствуйте, вы смотрите новости, подготовленные службой информации телекомпании «Новый век», в студии Чинчик Кашпукол. Коротко о главном. Сегодня сотрудники военной автоинспекции ГИБДД сменили кнут на пряник. Тува расширяет географию поставок местной баранины. В Международный женский день в Кызыле будет действовать запрет на продажу алкоголя. И о главных событиях выпуска подробнее. Сегодня сотрудники военной автоинспекции ГИБДД сменили кнут на пряник. В канун 8 марта они останавливали автоледи не для того, чтобы пожурить, а чтобы поздравить. Необычный рейд прошел в Кызыле. Все подробности в следующем сюжете. Проверкам на дорогах автолюбители привыкли давно, но вот такие повороты некоторых застали врасплох. Особенно это стало неожиданностью для автоледи в военной форме. Ведь сегодня они получали поздравления не только от дорожных полицейских, но и от сотрудников военной автоинспекции, которые недавно появились в Туве. Поздравляю с Международным женским днем. От лица военной автомобильной инспекции желаем счастливых дорог, безопасного движения, ну и всего наилучшего. Здоровья, счастья, удачи. Огромное спасибо. 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 Скажите, для вас это неожиданно было, когда вручали? Да, это прямо так неожиданно и очень приятно. Вот, остановили, поздравили. Спасибо огромное. Вместо нареканий, цветы и конфеты сегодня инспекторы обеих служб обещали прощать автоледи мелкие нарушения, а вместо привычных фраз от сотрудников слышались теплые слова. От лица сводного подразделения военной автомобильной инспекции Республика Тыва, город Кызыл, поздравляю всех женщин с Международным женским днем. Желаю всего самого наилучшего, здоровья, счастья, успеха во всем, безопасных дорог, ни гвоздя, ни жезла. Сегодня встречи с сотрудниками для большинства девушек-водителей заканчивались улыбками и хорошим настроением. Самое главное, в один голос говорят инспекторы, чтобы автоледи не нарушали правила дорожного движения. Тогда такие встречи всегда будут заканчиваться на мажорной ноте. Анастасия Маслова, Буян Аюн, телекомпания «Новый век». Правопорядок на женских плечах. В Туве в отделе участковых уполномоченных полиции в мужском коллективе работает девушка. Чайгана Мангуш несет службу в Кызыле. Хрупкая девушка отвечает за спокойствие тысяч жителей, которые живут на ее участке. В канун 8 марта мы познакомились с отважным полицейским, с женским и прекрасным лицом. Чайгана Мангуш работает в полиции не так давно, но на плечах девушки уже большая ответственность следить за порядком на вверенном ей участке. О том, что она станет участкованным, Чайгана знала с первого курса института, ведь профессию выбрала осознанно. Когда я собралась поступать в учебное заведение в школе, я долго не думала, просто один раз увидела объявление о наборе в ведомственные вузы и решила, и все. О том, что сделала такой выбор, не жалеет и в другой должности себя пока не представляет, делится девушка. Хотя бывает и трудно. На ее участке около 3000 человек. Некоторым пришлось привыкать, что их участковый хрупкая девушка. Нормально справляемся, и жители иногда очень удивляются, когда я к ним прихожу. Некоторые как-то с одобрением относятся, некоторые, конечно, проявляют характер. Не женская эта профессия, подумают одни, а Чайгана справляется. Главное для участкового, говорит девушка, найти подход к человеку. Ей это удается. Как у тебя дела? Отлично. Как успеваемость? Нормально, успеваю. Учебе тоже. Как с вредными привычками будем избавляться? Да, будем избавляться. Участковых смены не всегда проходят спокойно. Иногда приходится и преступления раскрывать, и рисковать жизнью. Но Чайгану это не пугает, ведь всегда рядом есть коллеги-мужчины, которые готовы поддержать и помочь. В отделе ее считают не иначе, как жемчужиной коллектива. Конечно, мы стараемся ее беречь, помогаем ей где-то советом, где-то поддержкой. С ней очень приятно работать, потому что, как и все женщины, она исполнительная и ответственная. Участковая профессия одна из самых сложных в полиции. Объем работ большой, ни выходных, ни праздников. Да и работа с людьми всегда требует особых качеств. Прежде всего, говорят участковые, нужно быть неравнодушным человеком. А это уже верный признак того, что в профессии все получится. Анастасия Маслова, Буян Аюн, телекомпания «Новый век». И к новостям экономики. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления материнского капитала с 1 месяца до 10 дней. Глава Кабмина также высоко оценил эффективность программы материнского капитала и сообщил, что за последние 10 лет этой программой воспользовались более 5 миллионов российских семей. По словам вице-премьера Ольги Голодец, подписанный документ имеет принципиальное значение для молодых семей. Кроме того, отметила она, большинство семей обращается за материнским
капиталом в электронной форме. Из тех 5 миллионов семей, которые воспользовались материнским капиталом с момента начала действия программы, 87% улучшили свои жилищные условия, а большая часть из оставшихся потратила средства на образование детей. По оценке вице-премьера, программа материнского капитала расширяется и пользуется огромным спросом среди российских семей. Сборы с больших грузов в рамках системы «Платон» должны вырасти в 2017 году на 15% по сравнению с 2016 и составить около 32 миллиардов рублей. Об этом рассказал первый замглавы Минтранса России Евгений Дитрих. Тариф системы «Платон» с 15 апреля 2017 года по решению правительства будет увеличен вдвое – до 3 рублей 6 копеек за километр пути. До этого предполагалось двухэтапное повышение тарифа до 2 рублей 61 копейки за километр с 1 февраля и до 3 рублей 6 копеек с июня этого года. Как объяснял глава Минтранса Максим Соколов, нагрузка на перевозчиков снизится за счет продления действия льготного тарифа системы на 2,5 месяца. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 34 копейки, а евро 61 рубль 86 копеек. Сделка тувинского мясокомбината «Заря» с московским «Фуд-Сити» по поставкам баранины повысила интерес к закупкам экологически чистого мяса и среди оптовиков из других регионов России. Так, в конце минувшей недели предприятие заключило договор с компанией из Калмыкии, которая, как известно, занимает 2-е место в стране по поголовью овец. Новые партнеры Сукпакского мясокомбината, несмотря на избыток баранины в своей республике, решили включить в перечень поставок и продукцию Тувы. В один день с калмыками свой очередной заказ на 7 тонн баранины забирала со складов мясокомбината «Заря» мясная компания «Сибирский крестьянин» из Новосибирска. Новосибирцы одними из первых вышли на тувинских производителей баранины еще в декабре прошлого года, когда комбинат после запуска начал первый массовый забой животных. В общей сложности объем закупок тувинской баранины предприятия превысили к настоящему времени 40 тонн. Сейчас мы прервемся на рекламу, после чего продолжим наш эфир. Ходим ножками, щупаем ручками и удивляемся глазками. Подарки для ваших любимых в РБТ.ру. Так LED телевизор Samsung по интернет-цене 15 990 рублей. РБТ.ру. Компания «Геотех». Недвижимость по всем правилам. Работаем с любыми объектами недвижимости. От маленькой дачи до линейных объектов. 8 923 219 99 11. Кочетова, 93, 3-й этаж. Пластиковые окна всем 2 47 47. Город окон. В эфире новости телекомпании «Новый век». Мы продолжаем. В Международный женский день в Кызыле будет действовать запрет на продажу алкоголя. Розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива, запрещена 8 марта во всех торговых точках города, кроме заведений общественного питания, расположенных в гостиницах или в отдельно стоящих нежилых зданиях, которым городские власти также рекомендуют воздержаться от сбыта пьянящих напитков. За незаконную продажу спиртосодержащих напитков грозит административный штраф на юридических лиц в размере от 100 до 150 тысяч рублей. Далее наш эфир продолжат новости короткой строкой. С 1 июля в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств. Им на смену придут электронные. Этот новый вид документа начнут оформлять на территории Евразийского экономического союза. В решениях ЕЭК прописывается, кем и как будут оформляться электронные паспорта, что в них будет указываться, а также возможность дополнять электронные паспорта другой информацией. В России это в итоге будет вся история машины с момента либо ее производства, либо импорта, либо с момента оформления электронного паспорта на ранее зарегистрированный автомобиль. Упордор Енисей информирует грузоперевозчиков о планируемом введении временных весенних ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в апреле 2017 года, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по федеральной автодороге М-54. Данные ограничения вводятся с целью обеспечения сохранности дорожного покрытия в период возникновения неблагоприятных природных климатических условий, а именно в целях исключения их преждевременного разрушения. Спортивные соревнования Тувинского землячества в Москве собрали большое количество студентов московских вузов из Тувы и их друзей-болельщиков. В мероприятии принял участие глава Тувы Шолбан Карол. Завершая игры, глава республики поздравил всех участников и объявил свои призы победителям. Авиабилеты Москва-Кызыл всем 6 членам команды, победившей в турнире по волейболу, и 5 членам команды по баскетболу.
Правительство России утвердило правила, позволяющие значительно сократить сроки перевода средств материнского капитала для приобретения жилья с 1 месяца до 10 рабочих дней с момента принятия положительного решения по заявлению родителя. Кроме того, правительство изменило перечень документов для распоряжения маткапиталом. Теперь, если семья приняла решение направить маткапитал на улучшение жилищных условий в качестве документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы пенсионного фонда принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав, а не свидетельство о регистрации права собственности, как это было раньше. В интернете набирает популярность новый вид мошенничества. Киберпреступники взламывают электронную почту граждан, находят письма с копиями паспортов и угрожают владельцам оформить на них кредит, если те не заплатят. Пока что для защиты личных данных в интернете есть два решения. Не отправлять ничего важного по сети или подобрать надежный шифр для авторизации на различных ресурсах. Если же вас все-таки взломали и начинают шантажировать, лучше сразу обратиться в полицию. Минюст России зарегистрировал приказы Миноборнауки России, утверждающие расписание проведения единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и основного государственного экзамена в 2017 году. Экзамены в этом году будут проведены в 3 этапа – досрочный, основной и дополнительный. Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля, а основной с 29 мая по 1 июля. Начнутся досрочные основные периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и информатике, а также информационно-коммуникационным технологиям. Выпускники этого года, получившие неудовлетворительные результаты по 2 обязательным учебным предметам русскому языку и математике, либо получившие повторный неудовлетворительный результат по одному из этих предметов, в резервный день получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня дополнительный период с 5 по 16 сентября. Наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам предусмотрен дополнительный день для экзаменов по всем предметам. В Туве грузоподъемность 2 ледовых переправ снижена. 6 марта государственными инспекторами Центра ГИМС МЧС России по Туве проверены все 5 ледовых переправ. На 3 ледовых переправах Тоджинской в Тоджинском районе и Лихемской в Улухемском районе, Бельбейской в Кахемском районе грузоподъемность оставлена прежней – 10 тонн. Толщина льда на Карахакской и Усть-Буренской переправах снижена с 90 до 70 сантиметров, в связи с чем грузоподъемность переправ снижена с 20 до 10 тонн. Эксплуатация всех ледовых переправ разрешена до 29 марта. Сроки закрытия могут корректироваться в зависимости от температуры и погодных условий. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране погода ясная, без осадков. Температура воздуха утром минус 15 градусов, днем минус 2. В Радане ясная, без осадков. Температура воздуха утром минус 14 градусов, днем минус 2. На Полке погода ясная, без осадков, ветра нет. Температура воздуха утром минус 8 градусов, днем плюс 2. В Танзве ясная, без осадков. Температура воздуха утром минус 7 градусов, днем плюс 1. По всей трассе проводятся дорожные работы, проезд удовлетворительный. А теперь о погоде. В столице 8 марта солнечная погода, температура воздуха ночью минус 16, минус 18 градусов. Днем от 5 до 7 мороза. Ветер южный 1 метр в секунду, атмосферное давление 712 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения, в отдельные часы слабая геомагнитная буря. На этом у меня все. Свежие выпуски новостей вы всегда найдете на нашем YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Коллектив телекомпании «Новый век» поздравляет всех женщин Тувы с наступающим днем 8 марта. До свидания. Еженедельника Тува ТВ читайте. Куда обращаться, если налети сосульки угрожают жизни и здоровью? Внимание, участились случаи нападений бродячих собак на людей. Куда звонить? Буян Башкы рассказал, как надо жить в 2017-м. Масленица – любимый праздник кызылчан. Что говорят шаманы о годе огненного петуха? Внимание, продолжается фотоконкурс с фитнес-клубом «Фитнес-джим». Новый недельный победитель. А также курс финансовой грамотности, тибетский календарь, погода, тест, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотерей, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ.